них как строительство газопроводов и водопроводов, так и достаточно крупные предприятия. Не останутся без внимания в этом году и жители оползневой зоны. Уже для них в Малгобеке строится 40-квартирный дом, а в этом году начнется строительство еще одного 30-квартирного. Более подробная информация с нами поделилась министр финансов Ингушетии Асета Устильгова. В 2007 году будет вести строительство 125 объектов. На строительство этих объектов планируется за счет всех источников выделить 2 миллиарда 213,4 миллиона рублей. Это очень значительная сумма, и если мы сравниваем этот объем с прошлым годом, то она увеличится на 23,4%. Это довольно-таки значительный рост. Финансирование будет направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, социальной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилья, а также административных зданий для различных министерств, ведомств, включая очень, вы знаете, значительная сумма, из которой я озвучила, это 358,2 миллиона рублей, будет получено именно территориальными органами федеральных министерств, ведомств, но из этой суммы чуть больше, около 100 миллионов практически будет получено в рамках развития образования нашим Ингушским государственным университетом. Поэтому в республике ускоренным темпом ведется строительство всей инфраструктуры. Кроме того, наряду с этим создается инфраструктура для того, чтобы ускорить жилищное строительство. То есть сегодня основная политика правительства Российской Федерации направлена на снятие инфраструктурных ограничений. В этом направлении республика тоже проделала определенную работу и создает условия для подрядных организаций, чтобы ввести ускоренным темпами строительство. У нас с вами это видно непосредственно в Магасе. Такой участок подготовлен на 18 гектарах в селе Яндари. Эта работа продолжается. То есть мы ведем речь об обеспечении жилья, доступного жилья в рамках национального проекта. И вы знаете, что очень интересно, из этих 125 объектов, которые я практически озвучила, 48 объектов в 2007 году будут водными. И что очень примечательно, что мы планируем в этом году ввести в эксплуатацию 2 школы, 2 детских сада, завершить капитальный ремонт, даже трудно его назвать капитальным ремонтом, а реконструкцией Ингушской республиканской клинической больницы. Более того, завершить ремонт Малгобекской районной больницы. Будет завершено строительство 2 ФАПов в селах, населенных пунктах Акиют и Аштах. Ну и практически мы в позапрошлом году завершили газификацию, но у нас ведется строительство газопроводов в вновь создаваемых микрорайонах и ведется реконструкция старых. Кроме того, ускоренными темпами другая задача. Вот если год тому назад мы с вами завершили газификацию по республике, то у нас теперь поставлена задача 100% практически обеспечить качественной водой. В этом направлении тоже огромная работа ведется и большие средства вкладываются за счет буквально всех источников финансирования. Вот вы сказали, что в этом году значительный рост и строительства по сравнению с прошедшим годом. Это потому, что у нас больше инвестиций или это уже больше планируется по бюджету республики? Вы знаете, это, во-первых, больше инвестиций тогда, когда мы работу ведем в соответствии с Федеральным министерством ведомства. Из этих 2 миллиардов 213,4 миллиона рублей 562,1 миллиона будет направлено на строительство объектов в рамках ФЦП «Юг России». Из федерального бюджета именно на эти объекты по этой программе планируется получить 402,7 миллиона рублей. Рост тут практически на 65,6%. Это о чем говорит? У нас уже есть водные объекты, и когда представляются материалы по освоениям, и когда Федеральное министерство ведомства видит, что деньги, которые поступают в те или иные регионы, они эффективно используются, конечно, те предложения, которые озвучиваются субъектом, они находят поддержку, безусловно. А вот по каким программам еще у нас будет строительство?
Вы знаете, вот ФЦП Юг России – это одна из федеральных адресно-инвестиционных программ, самая крупная. Как я сказала, вот в рамках этой программы в этом году мы планируем ввести 3 крупных промышленных объекта. Это 2 кирпичных завода и плюс керамзитовый завод. Ну и будет продолжено строительство инфраструктуры в городе Магаз. Кроме того, мы планируем получить средства в рамках ФАИП. Это различные, как я сказала, дети-сироты, развитие образования. Но их у нас всего на территории республики реализовывается 10 программ. И в рамках этих программ в основном ведется строительство социальной инфраструктуры. Вот реабилитационные центры детей-инвалидов, которые строятся в городе Магасе, это тоже в рамках практически федеральной адресной инвестиционной программы. Кроме того, у нас есть еще один источник, который практически из федерального бюджета мы получаем средства, это фонд регионального развития. Вот тут финансирование из федерального бюджета увеличено почти 2 раза. Абсолютная сумма, эта сумма небольшая. Если в 2006 году мы получили 62,9 миллионов рублей, то в этом году эта сумма составит 123 миллиона рублей, сугубо из федерального бюджета. И в рамках именно этого фонда регионального развития мы и планируем завершить строительство тех общеобразовательных учреждений, школ и детского сада в селе Барсуки, то, что я выше озвучила. Вот, кроме того, у нас есть свои объекты государственного заказа, которые сугубо за счет бюджетных средств строятся. Плюс к этому, вы знаете, очень значимо, на мой взгляд, то, что мы с 2005 года создали фонд развития инфраструктуры районов, городов, и практически эта сумма составляет 62,9 миллиона рублей. Это очень хорошая поддержка для администрации районов, городов, чтобы отремонтировать свою социальную инфраструктуру, капитальный ремонт провести и коммунальную инфраструктуру.